Утренний час пик, конечно, пройден, но у перекрестка Октябрьский проспект Петрозаводская продолжает наблюдаться скопление автомобилей перед светофором. Ситуация приемлемая. Пробки в километр мы не увидели. Вечером же, когда многие спешат либо домой, либо за покупками, ситуация становится непростой. Вечер 2 апреля, когда поменяли режим работы светофора, выдался самым напряженным. Очевидцы делились эмоциями и фотографиями в соцсетях. Одна из таких опубликована, например, в группе «Жесть Коми». Машины перед перекрестком выстраивались сразу в 3 полосы, а затор вытянулся до Печорской. На минуточку это почти 1,5 километра. Никакого понимания, что происходит. На автобусе позавчера попал в пробку на 54-м. Минут 10, наверное, не меньше. От одной остановки до другой ехал автобус. Долго очень. Все из-за того, что после изменения режима работы светофора красный запрещающий сигнал по Октябрьскому проспекту теперь горит 1,5 минуты, зеленый лишь 35 секунд. За это время далеко не все скопившиеся перед перекрестком автомобили успевают выехать за его пределы. При большом трафике происходит накопление. Там 100 секунд идет светофор, красный горит, 100 секунд. А у нас получается нужно от, например, остановки Макси до орбиты нам положено 2 минуты. 2 минуты мы никак не укладываемся. Бесполезно. 3-4 минуты. И получается, идем с опозданием, графики нарушаются. Вот это, например, да. Вот. Мы уже жаловались. Перекресток является местом концентрации ДТП, объясняют автоинспекторы. И в большинстве случаев водители бьются при повороте налево, не видя автомобилей, которые движутся во встречном направлении прямо. Новый режим работы светофора разделяет полностью Октябрьский проспект. То есть сначала двигается Октябрьский проспект в сторону Эжвинского района, потом двигается Октябрьский проспект со стороны Эжвинского района в сторону города. То есть у нас исключается такой вид дорожно-транспортных происшествий, как столкновение при повороте налево. Вот одно из типичных ДТП на перекрестке Макси, которое произошло 2 недели назад. Водитель едет в сторону Эжвы прямо, на разрешающий сигнал светофора. Но путь ему со встречной перегораживает автомобиль, делающий поворот на орбиту. По информации ГИБДД, за март здесь произошли 2 аварии, в которых пострадали 3 человека. Сторонники изменений отмечают, совершать маневр стало легче и безопаснее, как и на других перекрестках, где поворот налево организован специально, с помощью указателя, либо задержкой на несколько секунд для встречного движения прямо. И если это будет как дополнительная безопасность, то почему нет? Все средства хороши, чтобы дорожное движение отрегулировано было надлежащим образом. Ну тут почти каждый день ДТП. Я вот сколько раз в Чово езжу, то все время ДТП. Либо тут, либо на Юни, как бы Октябрьский, он самый такой, ну каждый день ДТП какой-то случается. Ну правильно, в принципе, я думаю, сделали. То же самое, как вот и поворот получается. Следующий перекресток, когда на орбиту уходишь, это Печорская, да? Там же также получается, люди, которые едут с города, у них через 10 секунд загораются, как зеленый. Как отметили в ГИБДД, в течение 1,5 недель ситуацию на перекрестке будут анализировать. Если будет необходимо, в работе светофора снова появятся корректировки. Важным экзаменом для этих решений станет вечер пятницы. По традиции, именно этот момент здесь самая сложная ситуация. Коллапс провоцируют горожане, которые по обыкновению отправляются в шопинг-туры. Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.